Известный русский классик Лев Николаевич Толстой однажды сказал: «Труд есть главное, основное условие для существования человека». И сегодня, спустя 2 века, кажется, его высказывание совсем не потеряло актуальности. И даже наоборот, человек трудящийся сегодня обрел еще больше престижа. Сегодня работать стремятся все: и школьники, и студенты, и люди среднего возраста, и даже пенсионеры. Но найти подходящую сферу занятости им помогает Государственный комитет. О том, как совмещать непростую работу с семейной жизнью, о том, как и для чего сегодня готовить кадры, и самое главное, какая она, работа мечты, мы поговорили с председателем комитета по занятости населения Республики Саха-Якутия Светланой Горюшинской. Ровно в 9 утра мы приходим к Светлане Валентиновне в кабинет. Если честно, он не похож на типичный кабинет чиновника с дубовыми стенами и коврами. Напротив, он скорее напоминает современную коворкинг-зону с ее обязательным элементом – доской, которую украшают диаграммы, графики и мотивационная цитата, которая гласит: «Моя функция – рушить спокойное настоящее людей ради будущих результатов». У нас 2 дня это форум. Межрегиональный форум «Рынок труда Дальнего Востока и Арктики. Вызовы и возможности». Вопросы рынка труда вот именно на таких площадках, на таком уровне в республике мы поднимаем впервые. И не зря мы сделали его межрегиональным, потому что обсуждать его совместно, ну, только как бы, да, между собой, это не совсем интересно, во-первых. Во-вторых, очень важно слышать, как же работают другие, какие у них мнения на этот счет, потому что вопрос на самом деле на сегодня более чем актуален. Вообще направление занятости, оно сквозное по всем абсолютно отраслям, ведь кадры нужны всем. И получается, что куда мы не поверни голову, да, нехватка кадров сейчас везде. Вообще кадры же это важная составляющая экономики, а мы же говорим о том, что давайте начнем с того, что очень видный очень видный государственный деятель, да, он очень правильно сказал в свое время: кадры решают все. Согласен. Без человеческого ресурса, как бы у нас не продвигалась цифровизация, автоматизация, ну не сможем мы никогда. Даже если развивается наш искусственный интеллект. Которого нужно еще обучать этим. Конечно, кто-то это должен делать, поэтому без людей, без трудовых, качественных, квалифицированных кадров, безусловно, развитие экономики, оно просто невозможно. Мы в пути на, пожалуй, главное событие рабочего дня – первый межрегиональный форум «Рынок труда Дальнего Востока и Арктики. Вызовы и возможности». Одной из ключевых задач форума является поиск ответов на вопросы обеспечения квалифицированными кадрами растущей экономики Якутии. Министр труда в свое время Антон Котяков говорил, я читал, что мы продолжаем бороться с последствием демографической ямы аж из 90-х, когда мы очень мало в те года рожали люди. Я про эту когорту и говорю, вот, что сейчас эти женщины, вот мужчины и женщины, ребенок, да, вас оттуда. Мало. Нас мало, но мы же начинаем уже работать, мы же растем, мы уже вот не то что трудоспособного возраста, мы уже в средний возраст входим. Мы как-то этот порог перешагнули или мы продолжаем еще? Тут такой момент, что вот как раз сейчас, вы правильно сказали, да, вот вы сейчас подходите и вот сейчас вы составляете как раз ту численность трудоспособного населения, которая в основном работает. И вообще трудоспособный возраст такой основной, да, как показывает и статистика тоже в большей мере, это как раз 35, 45, ну даже 50, наверное, да. Вот. Люди более трудоспособны, дети уже большие, люди работают, вкладываются как бы в основном, да, в свою профессиональную деятельность. Вот. И при этом мы видим, вот эта демографическая яма сейчас нам говорит о том, что мы должны посмотреть на молодых людей, вот на моих детей, да, тоже вот сейчас, которым там 20 лет. Которые уже мне на пятки будут наступать. Вот, именно так. И сейчас в моменте нам очень важно, чтобы наши дети, наши студенты, во-первых, они нашли свое место, могли себя реализовать. И здесь как раз правильная профориентация, вот то, что касается форума, да, и то, что касается фестиваля, куда мы едем, правильная
профориентация, показать им, что же сейчас на рынке труда, то, что вы говорили о том, что же будет дальше, какие у нас инвестиционные проекты, кто потребуется. Если мы говорим, например, о сфере IT, там есть такие профессии, которые вот мы даже не знаем, иногда вот озвучивают их, да, там... там условно тестировщик. Тестировщик, да? Ну вот я не знаю, вот кто это и чем он конкретно занимается, да? Казалось бы, да. А ребенок должен выбрать. И надо, во-первых, прикладно это показать, потому что просто так рассказать о профессии это одно, а вот когда прикладная такая история, когда он может попробовать, потрогать, да, ощутить себя на том месте профессиональном, да, конечно, выбор будет более осознанный, правильно? И вот наши дети, они должны как раз пойти по правильному пути и свою карьерную траекторию начать правильно. Площадка форума «Музейный комплекс Россия. Моя история». Работодатели представляют себя в формате мастер-классов, различных игр и активностей. В каждой из них наша героиня старается принять личное участие. Мы с вами сменили, я свой костюм, вы свой костюм на более такую неформальную форму. Мы сегодня с вами продолжаем работу уже в спортзале. Первое, о чем я хочу спросить, я когда готовился к интервью, я пытался найти про вас информацию. Нашел я вашу страничку в социальной сети ВКонтакте. У вас там статус. Зачитаю, чтобы не ошибиться. Цитата из Гарри Поттера, я вам об этом ранее говорил. На свете нет ничего невозможного. Дело в том, что хватит ли у тебя храбрости. А что она для вас значит, эта цитата, и как-то помогает в жизни? Ну, конечно, на самом-то деле это, наверное, самое вот то внутреннее, да, которое помогает, тот стержень, который помогает идти дальше всегда. Потому что, когда ставятся цели, я всегда стараюсь, ну, как-то сделать их даже более, казалось бы, недостижимые, но при этом я понимаю, что недостижимых целей нет. И когда говорят, что там в космос полететь, и если очень сильно захотеть, и мне тоже можно туда же, просто нужно хорошо подготовиться, да, типа такого. Поэтому эта цитата прямо вот точно про меня, она характеризует, наверное, вот самую основную черту моего характера, это не бояться ничего. Единственное, что я, наверное, боюсь, в темном лесу одна, возможно, я испугаюсь, но если у меня будет определенная цель пройти далеко и нужно будет, да, дойти до конца этого леса, я все равно это сделаю. Еще в продолжении цитаты, я очень много прошерстил вашу страницу, есть там еще и цитата Марка Твена. Звучит она так: работай так, как будто тебе не нужны деньги. Он так сказал. Вот в связи с этим, я думаю, как никому другому вопросе задам. Что важнее, на ваш взгляд, в работе? Уровень зарплаты, интерес к любимому делу, возможность самореализации, возможность принести пользу, или все вкупе? Вы отвечаете на вопрос, который задаете, да, практически в полной мере. Для меня лично очень важно получать удовольствие от работы. И для меня очень важно, когда я чувствую, что результат, он есть. И на самом деле он не обязательно должен быть определен материальный, да, или там в количественном каком-то показателе. Если я ощущаю, например, удовлетворение того же человека, который нашел работу, да, и сейчас у него все хорошо и благополучно, получив, например, такую новость, я буду безумно рада, и вот это, наверное, то удовольствие. Если говорим о больших проектах, они же тоже в долгую. И ты понимаешь, что когда упаковываешь определенные проекты, не факт, что все мероприятия, которые туда заложил, казалось бы, да, что да, все здорово, мы пойдем сейчас вперед, не всегда все это будет получаться. Но при этом даже корректируя себя, да, когда ты вот идешь в определенном направлении, идешь к определенному результату, и все-таки ты его достигаешь, возможно, еще такой момент бывает, что ты задумываешь в одно, да, а выходит по-другому, но оно выходит все равно хорошо, и все равно это тот результат, который ты достиг вот именно на этом этапе своей работы, своей жизни. И ты от этого получаешь кайф, получаешь удовлетворение, и оно гораздо выше, чем какие-то материальные блага. Тут тоже что-то мы... Это... Куда отправляете? Куда отправляете? На дно, судя по всему, да, если это гидрокостюм? Ну, не на дно, конечно, это спасательное средство морское. Здорово. Индивидуальное. Ну вот где еще? Где бы вы, Светлана Валентиновна, еще бы залезли в гидрокостюм? Ну вот я, наверное, все-таки не рискну, да? Оранжевый гидрокостюм и каску такую же, да? О, морские узлы. Морские узлы. Морские узлы. Слушайте, здорово.
побачить сделаете? Давайте попробуем. Всё, давайте попробуем. Давайте я тоже с вами попробую. Так, У меня мелкая Давайте. моторика вообще никак не развита. Что делаем? Тут не проблема. Давайте начнем с самого простого. То есть узел двойной рифовый. Он является у нас стопорным узлом. То есть не затянется. Складываем веревочку напополам. Так. И вот с этого конца делаем обычный узел. так, подождите. С этого конца Да-да-да. делаем вот так, да? Момент. Вот так. Вот его заводим. Я что-то сделал. Его заводим Да. сюда, И делаем узел. Вот проводим. вот сюда. Да. Великолепно. И все? Получился самый, да? И всё? Самый простой узел. То есть он у Мы нас с не вами теперь затягивается. умеем Моряки. затягивать Морской узел. морские узлы. Сам прошерстил страницу в социальной сети. Книги любите. Я знаю, Люблю. что любите читать. Это про любовь к книгам. Что последнее прочитали? Как удается встроить достаточно временно емкое хобби? Все меньше и меньше, если честно. Но я читаю еще сейчас книги по тайм-менеджменту, поэтому стараюсь встраивать. Любовь. Откуда любовь? Любовь от отца. Отец, я вообще, в принципе, научилась читать очень рано. В 4 года я уже читала. В детском саду меня сажали перед моими согруппниками и говорили, чтобы я читала им книги. Мой отец сам читал очень много. У нас была очень большая библиотека дома. И ежедневно, независимо от того, устал, приехал с командировки или что-либо еще, он всегда мне читал. И читал много. При этом вот мне очень хорошо помнится, когда это всегда было перед сном, мы ложимся, он начинает мне читать, и я, он же взрослый человек, который пришел, да, с работы, все, мы легли, и он читает, он начинает засыпать. И так раз, я дальше. И мы читали с ним. Я вообще выросла, конечно, на сказках. И для меня, наверное, поэтому Гермиона, поэтому я люблю Гарри Поттера. Для меня сказки — это нечто такое вот волшебное, которое тоже приближает. И оно же всегда с хорошим концом. И оно, наверное, тоже дает мне такой внутренний настрой положительный, что в любом случае все равно все будет хорошо. Кстати говоря, про график. Как удается отдыхать? Вот в столь напряженном ритме работы, столь сильной занятости. Отдыхать. Ну, конечно, наверное, будет не совсем правда, если я скажу, что я отдыхаю в зале, да, но когда ты все равно переключаешься, даже если это будет зал, то ты все равно отдыхаешь. Самое главное — это переключение с одной деятельности на другую. Вот. И еще я стараюсь все-таки в выходные, ну, максимально, насколько это возможно, тоже занять себя чем-то с семьей вместе, да. Ну, походу по магазинам это безусловно, потому что другого времени у нас нету, да, и мы всегда делаем это совместно. То есть у меня вот такой какой-то ступор, я захожу, когда в магазин, например, даже в командировке приезжаю, захожу в магазин и звоню мужу, я не могу без тебя, говорю, ничего. Ну, то есть вот настолько привычка, да, выработанная уже годами, и помимо этого мы очень любим тоже выезжать на природу, но сейчас этого становится меньше, и скучаем очень сильно, поэтому стараемся, очень стараемся, и максимально все-таки, я говорю, самое главное все-таки переключиться. Межрегиональный форум – событие крупное, энергозатратное и требующее огромного фокуса внимания. Наблюдая за тем, как Светлане Горюшинской удается ловко этот фокус держать, невольно задаешься вопросом. А что помогает быть не просто организатором форума, а его непосредственным участником? Ответ находится прямо здесь, в зале. Ее пришли поддержать муж и сын. Нет, я сейчас поехала в МКЦ, мне уже пора. А там у тебя во сколько? Где? Там какое-то прикольное открытие будет? Туда не надо, там очень битком, Нет, помещение имеется в виду, маленькое. ты там выступаешь. В общественном центре. Да. Люблю тебя. Тебя люблю. Светлана Валентиновна, а что для вас значит, когда семья вас вот на таких больших мероприятиях поддерживает? Как-то меняется внутреннее ощущение? Конечно. Во-первых, ощущение спокойствия намного больше. То есть волнение, оно пропадает. И вы знаете, на самом деле именно семья потом, даже с критической стороны, скажет правду. А, да? Ну, обычно же как говорят, да, все супер, все здорово. А та реальная оценка, она же очень важна. И поэтому, если семья говорит, что все получилось здорово, значит, так оно и есть. Это точно.
кстати, вы сказали про детей. А вы уже разговаривали с ними? Кем хочешь быть? Было семейное собрание? Ну, во-первых, старшая дочка у меня уже учится. Она в Новосибирске сейчас. А вот как раз средний мой сын, он в 10 классе. Мы закончили 9 и подходим к тому жизненному выбору. ЕГЭ. Ага. Первая большая Безусловно, граница. мы разговаривали, но он на самом деле очень долго не мог определиться. Дети сейчас, да, к сожалению, ну, не знаю, может быть, у меня так сложилось, хотят все равно идти, ну, чуть более по легкому пути. Ну, вот у меня такие, я не знаю, они, наверное, гуманитарии, может быть, поэтому... Ну, гуманитарий проще... крайне нелегкий путь. Ну, Это я по себе могу сказать. Ну, нет, вот то, что ему легче дается, он хочет идти туда, я к этому. Наверное, может быть, это тоже правильная позиция, потому что, значит, он как чувствует, так и делает. И тогда в жизни ему тоже будет проще. Возможно, он сделает тот выбор, который будет по душе. Я очень лояльный в этом плане человек и даю право выбора жизненного, профессии абсолютно самостоятельно. Да, мы собираемся, мы много разговариваем об этом. Я могу давать советы, тем более в рынке труда я вот сейчас да, разбираюсь. На рынке труда я разбираюсь, да. За делом поэтому... лет на 10, по крайней мере, можно, да, я думаю, загадать. Поэтому я ему просто рассказываю о том, что сейчас происходит, но он сам подходит к своему решению. Мы уже выбрали направление, и вот он как раз тоже за бизнес. Ну, никаких ультиматумов он за бизнес. Семейных? Будешь там бизнесменом, нет, удар кулаком нет, и все? Ни в коем случае. Сдаешь математику и общество знает? Ни в коем случае. Многие же вот сегодня, перед тем, как определиться с тем, кем они хотят быть, они проходят разные тесты на профориентацию. Вот давайте немножко помечтаем и вернемся в прошлое. Если бы вы проходили тест подобный на профориентацию, как думаете, что бы он показал? На самом деле, вот сложный вопрос. Я даже не думала, что он вызовет у меня сложности, потому что я вообще очень, я говорила это же, да, я очень люблю животных. И с детства я мечтала быть кинологом. Я люблю собак, у меня дома очень много животных, и я люблю ими заниматься. И тоже здесь результат, я вижу отдачу, как бы, да, и мне это очень нравилось. Но, наверное, к моему счастью, возможно, не было просто факультета такого. Я даже думала, что я пойду на биологический просто там или на ветеринара какого-нибудь, да. Вот. И мне кажется, вот в моменте прошлого вот эта вот любовь к животному и то, что я, ну, сейчас я так думаю, что все равно жила вот в каком-то таком позитивном мире для себя, да, детском, потому что мне очень повезло с семьей, очень повезло. В моей семье всегда была вот настолько обстановка такая теплая и любви друг к другу, даже вот у отца с мамой, да, вот в каких-то даже бытовых вопросах, конечно, они, как все, они могли ворчать друг на друга, но это было смешно для нас, нежели это вот, ну, как-то могло бы напрягать, например, да, и это было на протяжении всего времени, поэтому, мне кажется, все-таки вот профориентационный тест, он показал бы именно мою вот эту вот любовь к ближнему, к людям в целом, ну, потому что я верю в людей. Это около социальной профессии была бы, да? Видимо, да. Видимо, да. Видимо, все-таки не зря меня затянуло в социалку очень быстро. Я об этом хотел к этому и подвести. Практически всю свою жизнь вы в социалке. Знаю, что начинали в подростке. Да. Это же было 2005 год, очень много, много лет назад, считать я не умею. Как вот за это время, на ваш взгляд, поменялось отношение к труду, к профессиям, к рабочим профессиям? Я уверен, что вы наблюдали за тем, как идет это изменение. Вообще, в целом, да, если про период говорить, к рабочим профессиям, вы знаете, наше поколение, наверное, да, и даже чуть-чуть, ну и дальше, да, нас очень долго учили получать высшее образование. И очень долго говорили нам, что если ты высшее образование не получишь, что жизнь твоя прошла зря, реализоваться не получится. И уже в определенном периоде, наверное, ну, я думаю, что
Ну, не скажу, какой период времени, да, вот сейчас пошел несколько такой уже взгляд в сторону рабочих профессий, потому что на наших предприятиях создаются определенные условия. И это независимо от того, что ты там белый воротничок, как бы, да, и работаешь там не у станка, а также и для всех тех работ, будь ты горнорабочий, да, будь ты машинист экскаватора, условия в наших, например, промышленных предприятиях для работы созданы абсолютно все. Уровень заработной платы на сегодня достойный. И поэтому наши дети сейчас уже не с какой-то оглядкой, да, на то, что ты не сможешь там реализоваться, идут осознанно к выбору именно рабочей какой-то профессии, но при этом всегда есть место для развития. Далее мы отправляемся на еще одно важное событие дня. В Якутске открывается первый на Дальнем Востоке молодежный кадровый центр. Его создали для исполнения задачи по доведению объема трудоустроенной молодежи в регионе до 75% к 2030 году. В последнее время, наверное, что ли, я вот не специально, а вот так вот мимоходом мне хочется запечатлеть определенные моменты. Но при этом я противник того, что вот, например, знаете, вот бывает в цирке там где-то, да, Со стороны. сидят все и фотографируют там какое-нибудь действие. Вот я абсолютно против этого. Почему? Объясню. Потому что моментом нужно наслаждаться вот прям в моменте. А пока я там фотографирую, там вот дети у меня там выступают, да, и пока я там вот это вот сижу, снимаю, я пропускаю самое важное. Вот то ощущение, то чувство, те мурашки, которые вот они должны быть. Поэтому, да, я сейчас стала как-то вот стараюсь, да, вот тоже и селфи сделать вот быстро на бегу, чтобы остался кусочек в памяти. Сегодня мы открыли наш молодежный кадровый центр. Сколько планировали к открытию? Ну, послание же было в конце прошлого года, и мы готовились, мы продумывали, как же это должно быть, да, и все-таки приняли решение, что у нас есть центр опережающей профессиональной подготовки, который уже давно работает с центрами карьеры, да, у них уже налажена связь с образовательными учреждениями, они очень серьезные наши были партнеры при осуществлении мониторинга выпускников, да, и поэтому мы решили пойти такой коллаборации, да, с Министерством образования, они нас прекрасно поддержали в этом и решили на базе Центра опережающей подготовки. Мы даже поделились кадрами. У меня 3 ставки штатные от Центра занятости и 2 ставки Центра опережающей подготовки. Ну, потому что мы, на самом деле, мы даже пошли без дополнительных бюджетных средств. Все в рамках Вообще бюджета? все в рамках бюджета. И ремонт, так, да, это тоже... Это все пространство вот этого молодежного кадрового центра? Да, вообще основное рабочее пространство, оно будет там, но здесь вот начало. Здесь такая зона будет рабочая для работодателя и для граждан. Здесь будут такие модули, которые создадут такую обстановку, тет-а-тет, да, вот интимной такой вот беседы, потому что это же очень важно, когда человек открывает свои проблемы, работодатель, когда приходит в центр занятости, по идее, так тоже гораздо удобнее работать. Вот. Здесь будут стоять модули, просто сегодня для открытия их пока немножко спрятали, но так они будут. Здесь будет коворкинг-зона. То есть это уже вот место, где могут работодатели напрямую взаимодействовать? Здесь коворкинг-зона, где студенты всегда... Вот почему мы мероприятия тоже сейчас, вот форматы, да, и подходы меняем? Потому что для студентов нужно что? Общение. В том числе? Нужно поработать вот как тактильно руками. И вот здесь вот те мероприятия, которые, причем любого формата, да, если это, например, малые группы, можно будет проводить прямо здесь. Вот. Здесь мы можем проводить, например, какие-то мини-ярмарки трудоустройства. Здесь будем приглашать и делать встречи с работодателями уже с конкретными студентами. Такая очная ставка получится, да? Да. То есть вот эта зона, она позволяет. Вы уже видели зону для кофе-брейка. Для кофе-брейка. Здесь это будет кофе-точка, потому что где, вы знаете, да, сейчас Студент мои дети... быть голодным, говорят. Не скажите. Хорошо. Но тут смотрите, голодным может быть, они там и не едят, возможно, когда ходят. Вот где место сбора студентов, где они общаются и где они чувствуют себя комфортно? В кафе. Возможно, правильно? Да. Сейчас у нас все точки общепита, которые даже в торговых центрах, когда туда зайдешь, там же полно молодежи. Поэтому здесь мы должны были просто создать такие условия, чтобы они чувствовали себя в своей среде. Может, даже как дома, да, отчасти? Да. А вот это что за помещение? Вот это как раз и есть
наш молодежный кадровый центр. Это сердце, получается. Здесь непосредственно будут работать специалисты. Оно вообще все свеженькое, вчера наклеенное буквально. Все новое? Да. Слушайте, да, классно. да. У нас, я говорю, вот все-таки, когда работаешь во взаимодействии, вот сейчас же даже Кирилл Евгеньевич сказал, когда был диалог на равных, то, что вот эта взаимосвязь, именно она важна. И если ты работаешь во взаимосвязи, ну, с работодателями, студентами мы говорим, а вот между органами исполнительной власти. Ведь у нас, несмотря на то, что у нас у каждого своя функция, если мы все-таки объединяем усилия, получается гораздо мощнее, гораздо эффективнее, и результат не заставляет себя ждать. Ну, более чем результат, я думаю, не заставляет себя ждать. Он еще и, как говорится, не только на лицо, но тут же можно уже приходить. Вы знаете, работать когда трудно. меня назначили в прошлом году, да, и была первая встреча с главой, когда он давал поручение, он сказал, вот в занятости обязательно нужно с образованием дружить с семьями. Пожалуйста, сделайте это. Семьями, в Как смысле, сказала глава, образование, так мы и сделали. Да? А вот эта вот сплоченность команды Якутии и вот эта вот энергия, которая царит, да, внутри команды, она очень сильно отличается, и нас очень любят за это. Мы заряжаем просто. У нас как раз был модуль, который называется «Сдвиг парадигмы мышления». Это как раз-таки о том, что мы за всю свою жизнь набираемся опыта разного. И особенно уже в нашем возрасте, как бы, да, мы имеем достаточно большой рюкзак за спиной, как бы, да, и, как правило, когда приходит какая-то новая информация, которую ты, ну, каким-то образом где-то знаешь уже, да, уже понимал, уже ее прочувствовал, да, есть тоже сопротивление определенное, и тебе говорят о том же, но по-своему, с другой стороны, дают какую-то идею, и в большинстве своем человек ее отбрасывает. Ну, я же знаю, я же лучше, а тем более руководитель, да, есть же мое мнение и неправильное. Вот. А тут 3 дня в основном, как бы, да, все крутилось вокруг одной темы, то, что нам нужно уметь думать по-другому. И как раз-таки те идеи, которые заходят со стороны, они потом в реализации бывают самыми эффективными, если ты их начинаешь брать в переработку и пытаться продумать просто интересные пути. В кадровом центре выпускники смогут проконсультироваться по вопросам трудоустройства, пройти тренинги и мастер-классы и узнать о самых актуальных вакансиях в различных отраслях. Я хочу акцент сделать, наверное, на профессиональном обучении. Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование. И вот, на мой взгляд, сейчас эта мера государственной поддержки, она у нас реализуется и в рамках государственной программы нашей республики. Она очень хорошо отражена в нацпроекте «Демография», несмотря на то, что сейчас он действие свое прекращает, да, этот нацпроект, но тем не менее мы переходим плавно в нацпроект «Кадры», и он там, безусловно, отражен. Профобучение – это как раз-таки короткие программы, которые дают возможность человеку получить нужную квалификацию за, вот как я сказала, короткий промежуток времени и уже начать работать, быть занятым. При этом нету какого-то ограничения, например, вообще профессиональное обучение, ну вообще дополнительную профессию, дополнительную квалификацию я могу получить, работая даже председателем Государственного комитета по занятости, я могу взять любой курс, там, того же видеографа, например, да, и получить дополнительную профессию. На мой взгляд, это самая такая эффективная мера, которая позволяет человеку быть занятым в любом возрасте, даже при любых возможностях его здоровья, что немаловажно, да, для нас сейчас. Я, помните, вам говорила по поводу достаточно быстро растущей потребности у наших работодателей и о том, что мы должны сейчас думать о тех ресурсах, которые на сегодня у нас еще не задействованы. А это граждане с инвалидностью. Вот плюс ко всему мы говорили с вами тоже о участниках специальной военной операции. Вот эти короткие программы — это вот как раз тот выход и тот инструмент, который мы должны использовать в полной мере. Безусловно, у нас есть, вот вы уже правильно отметили, профориентацию. Да? Профориентация — это база.
И чем раньше ее начать, чем правильнее ее построить в самом начале, да, тем эффективнее дальше выстроится карьерная траектория любого человека. Несмотря на то, что я сейчас уже несколько раз сказала, что можно поменять профессию или добавить себе компетенцию там, да, в короткий период времени, но тем не менее, все-таки, когда ты отдаешь жизнь профессии определенному направлению, ну, я думаю, что это тоже очень важно, когда человек погружен и имеет большой опыт именно в определенной стезе, что дает ему возможность дать наиболее высокий результат. О серьезном, о совсем серьезном, о закреплении кадров на местах. Поговорить, я думаю, это проблема общая и для нашего региона, и для Дальнего Востока, и для всей страны в целом. Как сделать так, чтобы молодые люди, приезжая к себе, допустим, даже не из столицы, если мы берем Якутию, нашу республику, оставались работать, надолго закреплялись, создавали ячейки и социального, и трудового общества. Что мы должны сделать или что мы уже делаем для того, чтобы кадрам комфортнее было в малых городах и селах, и в районах? В первую очередь нужно создавать условия для жизни. И всегда, когда мы говорим о закреплении, в первую очередь у каждого человека возникает вопрос с жильем. В каких-то муниципальных районах сейчас готовы предоставлять, например, для высококвалифицированных специалистов определенное жилье. Да? Сейчас у нас есть такое понятие, как арендное жилье. Да? В ряде районов оно сейчас у нас строится, и это тоже такой выход, скажем так, да, для закрепления. Вот. Есть программы такие, как «Земский доктор», «Земский учитель», когда мы привлекаем специалистов вне региона, которые приезжают и достаточно длительное время работают у нас в селах. При этом, вы знаете, мы как раз не так давно проводили дизайн-сессию в Черепчинском районе и тоже говорили о том, как же нам закрепить людей в селах, они уезжают. И здесь очень много, даже та же молодежь говорила о имиджевой стороне, о популяризации работы в селе. На мой взгляд, на сегодняшний день ее недостаточно. У нас не так много, наверное, вот и в информационном поле, в том числе положительных примеров, да, когда у нас люди приезжают, и вот, как вы говорите, остаются, создают династии, да, семьи. Вот. Поэтому вот о популяризации мы должны говорить больше. В наших проектах мы сейчас стараемся отражать очень серьезно эти мероприятия. Да? Почему не едет молодежь? Потому что молодежь привыкла сидеть со смартфоном. Молодежь привыкла организовывать себе досуг, и не только виртуальный. А когда ты приезжаешь в село, очень часто бывает этого недостаточно. Тот же спортивный зал – это же место общения в том числе, правильно, да? Ну, дома культуры понятно, но молодежь, как бы, да, она же сейчас немножко другая, и нужно не только этот. Вот различные коворкинг-зоны, да, где они могли бы проводить время, вырабатывая там какие-то... А сейчас же очень идейные молодые люди, и они, несмотря на то, что, например, они работают в различных направлениях, когда они собираются вместе, они еще организуют определенные сообщества. Кстати, вот это тоже когда мы обсуждали поколение, говорили о том, что поколение Z сейчас, оно не команда, это понятно, но они сейчас живут сообществами. И для них это важно. То есть это уже как бы на нашем языке, да, иксов и там игреков, это клубы по интересам в большей степени. Ну, вот как-то так. То есть нужно и давать им возможность, чтобы вместе, так сказать, посидеть плечом к Им плечу. нужно давать возможности проведения досуга. Вот мы очень много говорим. Трансформация очень много, на да. рынке труда. Это слово сейчас, да, очень модно. Мы трансформируем, ну и, соответственно, мы трансформируем в первую очередь свои сознания, свою ментальность. И, как мы сегодня уже говорили, мы делаем мир вокруг нас комфортным для нас. Тогда спрошу вслед, как у руководителя, какого навыка вам не хватает лично, может, за собой замечали? И какой ваш главный ключевой навык? Застали прямо. Вы знаете, ну, для меня, как бы, да, мне кажется, что мой
Начну, можно я с главного Конечно, с навыка, хорошего. да, наверное, с хорошего начну. Мне кажется, вот это вот умение взаимодействовать, да, и умение находить общий язык с любым человеком, возможность общаться с ним на равных, тут дело и не только в возрасте. Может быть, вот опять же, да, к социальной категориям можно вернуться. Я знаю, что я умею слушать людей, и это людям импонирует очень. Поэтому я думаю, что это моя сильная сторона, и это мой сильный навык. Так. То, что касается слабости... Не в плохом смысле. Да, я поняла. Я, наверное, отвечу честно. Для меня лично внутри чуть-чуть не хватает жесткости, как раз-таки. Ну вот, мне кажется, не знаю. Иногда я задумываюсь об этом просто, поэтому иногда мне кажется, может быть, мне где-то надо в кулак где-то что-то взять. Но я и руководитель такой, я достаточно лояльный человек, да, и руководитель лояльный. Как мне говорят мои коллеги, говорят, вы современный руководитель. Я думаю, ну, значит, так надо, хорошо. Валентиновна, перед Блицем, как сегодня найти работу мечты и как понять, какая действительно работа, сфера занятости есть твоя мечта? Такой интересный вопрос, да, как найти работу мечты? Надо пробовать, надо двигаться, надо искать варианты, возможности. И в любом случае, конечно, я могу сказать, что начать нужно с профориентационного теста. Почему нет? Конечно, конечно. И сейчас те методики, которые есть у нас в профориентации, они вполне точно скажут, в каком направлении хотя бы можно двигаться, да? Но при этом я все-таки думаю, что надо следовать душе, так, как ты чувствуешь. Ну, просто для меня, как бы, да, работа, она должна быть в любом случае, ты должен чувствовать себя комфортно. Неважно, какая это профессия, но вот, как мы с самого начала сказали, ты должен получать от этого удовольствие. И при этом, чтобы это была работа мечты, ты должен все-таки с чего-то начать. То есть ничего плохого нет в том, что если вот условно в 35 лет вы поняли, что не хочу быть экономистом, я хочу водить трансатлантический бой. Абсолютно ничего. Абсолютно ничего. И на самом деле тоже есть масса положительных примеров, которые говорят о том, что у нас женщины идут учиться на пилота уже после 30 лет. Как бы, да. Когда я тоже слышу, кажется дико, но уже к этому начинаешь привыкать. Сейчас люди у нас очень, ну, с большей легкостью, да, все-таки относятся к изменениям в жизни, и это очень хорошо. Ну, я не могу с вами не согласиться. У меня для вас есть еще блиц. Светлана Валентиновна, там есть 5 вопросов. Нужно отвечать, стараться не думать. Если я зависну, вы поняли, что я думаю дальше. Или я буду говорить дальше. Хорошо. Но на самом деле вы на первый мой вопрос уже ответили, что если бы вы не занимали должность, ту, которую сейчас занимаетесь, кем бы вы стали? Я так понимаю, что кинологом. Да. Обязательно кинологом. Да. Тогда сразу идем дальше. Последняя прочитанная книга. Чему научила? Почему-то, ну, я, наверное, скажу банально. Последняя прочитанная книга – это снова Ремарк. Это «Жизнь взаймы». И эта книга, наверное, говорит о том, что живи сегодня, живи так, как ты считаешь правильным, и это обязательно будет то, что нужно, и ты будешь счастлив. Ну, слушайте, Ремарк — это сильно, конечно, Светлана Валентиновна. Что важнее, интересная работа или достойная заработная плата? Интересная работа. Безусловно, безусловно, интересная работа. Не буду задавать уточняющих вопросов. Что для вас значит слово «семья»? Семья – это любовь. Семья – это тепло. Семья – это забота друг о друге. 3 лучших способа отвлечься от рабочих будней. Это выезд, желательно без связи. Это проведение времени с семьей, потому что когда ты общаешься с близкими, чаще всего это не на рабочие темы, и ты действительно полностью можешь переключиться, погрузиться в эту семейную теплую обстановку и чувствуешь то, что тебя любят, то, что ты... Здесь вот мы уже не говорим о какой-то реализации, а тебя чувствуют вот такой, какая ты есть, со всеми своими внутренними особенностями. Это очень важно. И 3 лучших способа.
3 лучших способа. Так, семья. Семья. Отвлечься от работы. Ну, чтение, зал. Зал и чтение. То есть, да, хобби, конечно. Но я скажу еще одно, можно, да. Все-таки это йога. Я про нее не говорила, наверное, может быть, где-то, да. Вот, я увлекаюсь уже несколько лет кундалини-йогой, это медитации. Да, это практики, я стараюсь проводить их ежедневно, каждое утро, оно очень серьезно помогает настроиться на рабочий день, выходные, это помогает взбодриться, и вот как раз-то, когда ты находишься вот в той медитации, когда ты пытаешься мысли собрать в кучу и при этом не концентрируя их на определенной теме какой-то, это очень сильно помогает отвлечься от работы.